Катание зимой – это нельзя просто взять, выехать и кататься просто так зимой. Для этого, во-первых, нужно иметь хорошую физическую подготовку, вот, тренированный организм. Зимой обычно катаются уже такие опытные велосипедисты в нашем городе, которые непременно участвуют в соревнованиях. Они, как, так скажем, спортсмены все. Вот, и это обычные любители велотуризма. У нас лето же и так короткое, то есть всего там буквально пару месяцев. И любителям велосипедов у нас в городе им не хватает времени, и они специально даже, можно сказать, собирают велосипеды для лета. У них есть велосипед для зимы, специально подготовленный, на бюджетных компонентах. Одежда, конечно же, должна быть подходящей. Она, во-первых, не должна быть неудобной, то есть плотной такой. Тут такая закономерность, то, что чем больше слоев одежды и чем они тоньше, тем теплее. Потому что, когда едешь на велосипеде, и так жарко, и организм прям весь горит, и поэтому нужно куда-то девать это тепло, и оно должно дышать, и при этом не пропускать ветер, холод. Вот. Но это постоянно, то есть я предпочитаю одевать термобелье, которое прямо прилегает к телу. Это на ноги, на верхнюю часть тела, и сверху уже обычную одежду. Так посмотреть, кажется, что велосипедист едет, ему очень холодно, на самом деле ему очень жарко. Да, все думают, что как он так едет, прям сейчас же пешком даже ходить нереально, а тут человек едет на велосипеде. На самом деле на велосипеде, когда едешь, тебе очень жарко. Ты прям едешь, дышишь и выделяешь тепло. А как бы быть с холодным воздухом, какие-то маски защитные желательно? Защита лица, это, конечно же, мне кажется, самая важная часть, потому что в первую очередь страдает лицо. У некоторых кожа сохнет или еще что-то, обветривание бывает. Поэтому нужно более-менее закрывать лицо. И я ношу такую маску, которая позволяет дышать, во-первых, и при этом же сохранять тепло на лице. Так, с дыханием мы разобрались, а как быть с глазами? Существуют всякие маски. Бывают велосипедные, именно для маунтинбайка, но они, как правило, сделаны для лета и не слишком подходят. Но я предпочитаю зимой горнолыжные маски. Это типа для сноуборда, для лыжней, наподобие таких. Существует очень много хороших фирм. У них также бывают линзы сменные, и которые позволяют от снега отражать. То есть, фильтруют, да, не нужно видеть, да? То есть, когда слишком светло, солнце светит, они не слепят. Я так смотрю, у тебя противотуманное стекло желтого цвета. В первую очередь, чтобы подготовить велосипед к зиме, нужно обратить внимание на смазывающие части, то есть вращающиеся части. Это, во-первых, колеса, то есть смазка внутри втулок, смазка в центральной части, то есть это внутри каретки, внутри системы. Смазка, которая используется летом, ее нужно заменить на более густую. И ребята покупают в магазинах, автомагазинах в основном, густую смазку и меняют смазку на зиму. То есть густая смазка, она позволяет не замерзать частям. У меня до этого стояли тормоза, они были гидравлические, то есть там для торможения использовалась жидкость. Как обычно автомобильные. Мне пришлось поменять их на механическую. То есть там уже не жидкость, а трос. Потому что жидкость, она бывает на морозе замерзает или вообще протекает. И не тормозит получается. У тебя тормоза только на заднем, да? Да, я поставил только сзади. В принципе, зимой тормоза... Бывает даже ребята, они ездят без тормозов зимой. Потому что там зимой все равно особо не разгонишься. Потому что отморожено. Да. То есть скорость небольшая? Да, скорость небольшая, ты просто катишься уже медленно. Таких скоростей... Наката такого нет? Да, наката нету, как, допустим, летом. А это... Сидушка, да, это не то чтобы специальная, это летом используется такая сидушка, но я выбрал именно тканевую. И потому что кожаная сидушка, она, я считаю ее не очень удобной. Она зимой мерзнет, во-первых. Допустим, вы приехали куда-то на место, поставили велосипед, пристегнули зимой, вышли, а она вся замерзшая, задубевшая. Вы сели, конечно, туда, и вам очень холодно. Это не очень удобно. Слушай, у тебя вилка, да, она достаточно такая крутая, я бы сказал. Рекомендуешь ли ты, допустим, поставить
просто обычную вилку, то есть без хода. Да, я так же, как я говорил, у меня велосипед, он, в принципе, не слишком прям собран для зимы. Я на этом велосипеде катаюсь и летом, и у меня не было другой вилки, которая бы позволила зимой кататься, а я оставил свою родную, то есть вилку, которая была. Это вилка Marzocchi фирмы. Вот, она воздушно-масляная. Ну и внутри там пружина. Вот. Это ее первая зима? Да, это ее первая зима. Зимой, в принципе, до этого никто на ней не ездил. Конечно же, зимой страдают всякие части. Это вот сальник и внутренние какие-то резинки тоже, наверное, страдают. Вот как после каждой зимы приходится делать полное ТО, замену расходников, чтобы летом ездить комфортно, чтобы она работала. Ну ты не один, все автомобилисты так тоже делают. Да, в принципе, как и любая техника, которая работает зимой. Насчет смазки еще хотел добавить, то, что я использую в цепь, это силиконовая смазка в виде спрея. Она, в принципе, очень хорошо себя прорекомендовала этой зимой. Я ее начал использовать с осени, наверное. Один раз воспользовался, в принципе, и не подвела. Постоянно работает. Ну и насчет резины, конечно же. Это резина должна быть мягкая, потому что чем мягче она, тем лучше будет зимой как бы держаться. Это получается универсальная, да? Да, это обычная летняя резина. Велосипед сам по себе предназначен для фрирайда, то есть для экстремальной езды Вот по пересеченной местности. Да, именно этот велосипед. Он называется, кстати, Stark Shooter. Вот, в принципе, очень такая популярная рама. Я на основе этой рамы собрал этот велосипед. Я видел, ребят тоже, они берут там, четырехрядные шиповки там, и так далее, да? То есть Да, насчет шиповки. Шипы, они хорошо ездят по льду. То есть это шипы, мне кажется, подходят для ребят, которые ездят прям по дороге. Там, где вот по колее, там, где ледяные части и так далее. А в принципе я езжу как медленно и по снегу, по рыхлому. А по снегу вот такие протекторы, они как бы самые лучшие. Шипы там, в принципе, не нужны.